Я думаю, приезд известного современного казахского писателя Вахита Тургенова Рустемова, он символичен. Символичен тем, что наконец-то мы можем свои проблемы крымско-татарского народа решать, не замыкаясь в рамках своей национальной общины, не замыкаясь в рамках Крымской республики, не замыкаясь в рамках одного украинского государства. А давно было пора строить мостики и мосты дружбы, солидарности и сотрудничества с нашими ближайшими братьями тюркскими народами. И я думаю, что вот с этого приезда стратегия налаживания добрососедских, дружественных, братских отношений крымско-татарского народа, Крыма как республика и Украины как государство, прежде всего с нашими братскими тюркскими народами и государствами, станет генеральной линией нашего национального движения и нашей большой политики в Крыму. Я на это очень надеюсь, и мы уже договорились, что в ближайшее время ответный визит представителей крымских татар в Казахстан состоится, и я думаю, что там будут очень интересные встречи и договоренности, как вот эти вот пожелания о сотрудничестве реализовать на практике. Потому что Вахит, он очень скромный человек, как я рассказал, небольшой кусочек своей деятельности, своего творчества. На самом деле он очень известный в Казахстане, и не только в Казахстане, публицист, писатель, поэт, музыкант. И вот на этот раз в Крым он был приглашен на 4-й международный литературный фестиваль славянских традиций 2012 года. Поскольку он не только казахский писатель, но и русский писатель, потому что пишет на русском языке, и эти книги, которые он пишет на русском языке, известны в международном сообществе литераторов. И вот он целую неделю участвовал в этом международном форуме, который проходил в Восточном Крыму на базе города Щелкина, где они участвовали в различных конкурсах поэтических, других жанров, знакомились с литературными достопримечательностями Коктебеля, Феодосии, Старого Крыма. Ну и, конечно же, было очень интересно, прошла встреча в Джумай-Ленине, село Приветное Кировского района, где вот такая же встреча с жителями села прошла в теплой такой хорошей семейной обстановке. И после этого наш гость посетил святые для всех мусульман места в Старом Крыму. Это мечеть хана Узбека и мечеть султана Бейбарса. Ну, вернее, то, что от этих некогда величественных зданий осталось. И мы помолившись на этих местах, пожелали, чтобы он своим словом писателя обратился и к узбекскому народу, чтобы они оказали всяческую поддержку и помощь в реставрации этих исторических мечетей. И это было бы реальным вкладом в ту будущую, укрепление будущей интеграции, дружбы, вековой дружбы всех тюркских народов, которые можно было бы вот таким символическим образом начать с нашего полуострова, с нашего Крыма. И он это сделает, я знаю, что он всегда держит свое слово. Поэтому давайте поблагодарим нашего гостя.